Всем привет, с вами Максим Пилигрим, вы смотрите социальный шоу-проект «Битва блогеров», выпуск номер 3 о работе землеустроителя. Один из самых молодых участников битвы блогеров Кирилл Старостин стал на один день специалистом-землеустроителем управления промышленного округа. О должностных обязанностях профессии рассказал Кирилл в своем видеоблоге. Блогер на доступном языке объяснил, чем чревато незаконное размещение гаражных боксов, а также их строительство. Да что там, смотрим. И сегодня мне предстояло побыть в роли, скажем, такой необычной профессии, это специалист-землеустроитель промышленного округа. И замещал я Ивана Алексея Волквядовича, какое сложное отчество. Знаю, звучит все это очень сложно, но для вас я постараюсь объяснить все максимально просто и доходчиво. Начнем с того, что землеустроитель должен знать земельный кодекс, природоохранное законодательство, технологии проведения землеустроительных работ, способ освоения и улучшения земель, систему противоэрозийных мероприятий и правила оформления документации. Дело в том, что все началось после того, как 8 июня 2013 года вышло постановление, которое регулирует незаконное размещение нестационарных объектов. То есть до 2013 года люди ставили свои гаражи, ну, куда захотят. Ну, конечно, не прямо на дорогу, но все же. От этого-то и отталкивается наша профессия, то есть вы поняли, вот откуда корни идут. Давайте же разделим по пунктам, что делает моя профессия, с которой я наткнулся. Первое. Дача разрешения на землю. Есть два типа людей, которые просят такое разрешение. Да че, кого гараж хочу? Пригоню свою ласточку, все нормально будет. Это тот человек, который хочет поставить свой гараж и держать там свой автомобиль в сохранности. Да вот, это барахлишко хочу свое скинуть и, тупо дома бардак. Бывает, сам понимаешь, наверное. Это те люди, которые хотят поставить свой контейнер и хранить там свой хлам. Ну, например, там вы не хотите свой старый ковер выкидывать, да, и хотите летом тупо на дачу его перенести и так далее. Вдруг вы захотели найти себе место под гараж или контейнер, я вам помогу. Вам необходимо отыскать 3 подходящих места, подойти в вашу управу, написать там заявление, и в течение какого-то времени специалист вам скажет да или нет. Вы поняли, то есть первая деятельность это выдача разрешения на землю, а вторая деятельность это выявление незаконно установленных, незадокументированных гаражей и контейнеров. Вы знаете, до выхода постановления люди ставили свои гаражи куда хотели, и это очень плохо, потому как это очень сильно затрудняло проезд пожарным, да, там, полицейским, да банально даже мусоровозкам. И вы не поверите, люди до сих пор ставят незаконно свои гаражи. С этим и борется землеустроитель. Давайте же посмотрим на ситуацию с обратной стороны. Что с вами будет, если вы незаконно установили свой гараж? Что? После рейда землеустроителя вам будут требования, которые будут висеть на вашем гараже, и которые обязуют вас переместить или демонтировать вашу хибару. Ну, допустим, вы проигнорировали это требование. Вам дается несколько суток, чтобы быстро сделать то, что там написано. Вот вы проигнорировали эти требования, прошло несколько суток. Ваш гараж переместят с помощью манипулятора на платную стоянку, стоимость которого 1500 рублей в день. Плюс оплата за манипулятор, то есть за манипулятор оплачиваете тоже вы. Получается, за один день вы уходите в минус 11 500 рублей. Шок. Мне кажется, эти проблем лучше с этим не иметь. Поэтому, если у вас есть незаконный гараж, то частенько приглядывайте за ним, потому что там могут повесить требования. Не, ну вдруг вы его не заметите, допустим, найдете через 10 дней, потом это будет очень сильно по карману бить. Лучше так не рисковать и проверять каждый день. Ну а лучше сразу задокументируйте свой гараж. Оплата, по-моему, 6000 рублей в год. Ветеранам Великой Отечественной войны и им приравненным льгота 50%. Также забыл упомянуть про капитальные гаражи. Это те здоровые хибары, которые не подлежат перемещению. Даже если вы взяли разрешение под обыкновенный гараж или контейнер, и вы поставили все равно там капиталку, то вам придется его демонтировать. Я вам вообще не советую ставить капиталки, потому что вас все равно найдут. Вы никуда не денетесь. Да и вообще получается, что это просто траты финансов в никуда. Как я уже говорил, все делается во благо нам. Это мешает проехать нужным службам, это мешает проехать вам, и это очень сильно портит вид города. Особенно неприятная ситуация, когда люди до принятия постановления поставили свои гаражи, контейнеры и бросили их. Переехали, допустим, в другой город. Они их бросили грязные, неопрятные, пыльные, богом забытые хибары. Кто бы за ними убирал, если бы не землеустроители? Если рядом с вашим домом есть гараж, который не имеет опознавательных номеров, то вы можете пожаловаться на вашу управу, то что этот гараж плохой, он не имеет опознавательных номеров. У каждого гаража должен быть свой опознавательный номер. Например, ГО 105/20. ГО значит Губинский округ. Лично это я сам заметил в 2012 году. Рядом с моим домом было куча гаражей, которые прям, ну реально портили вид. И к 2013 году гаражей становилось все меньше и меньше. Я задался вопросом, а куда вы делись? Не, ну типа реально, куда вы делись? Почему вы решили убрать резко свои гаражи? Зачем и почему? И, наверное, даже я рад, что теперь знаю чуть побольше в своем городе, и что существует такая профессия, как специалист-землеустроитель. Туяра Томская примерила на себя роль руководителя управления Центрального округа Михаила Гасанбалаева. Каково быть начальником, она рассказала в своем видеоблоге в YouTube. Якутская танцовщица или танцовщица? Как правильно будет? Танцовщица или танцовщица? Танцовщица. Танцевать. Окей. Туяра попала туда в очень оживленный день. Помимо всех совещаний, которые она успела посетить, она поучаствовала в акции «Я донор» и сдала кровь со своими новоиспеченными коллегами. Успела объездить проблемные точки города, а также поработать физически на субботнике. И все это за один рабочий день.
безумный день. Привет проекту «Битва блогеров». Меня зовут Гостовалаев Михаил, я являюсь руководителем управы Центрального округа. И сегодня на один день, я надеюсь, всего на один день, а не постоянно, Туяна Томская заменяет меня в качестве руководителя. Я освобождаю кресло. Всем привет! Спасибо, Михаил. Сегодня я на один день попробую принять на себя роль руководителя Центрального городского округа города Якутск. Посмотрим, что из этого выйдет. Постараюсь выявить все плюсы, минусы, с которыми сталкивается руководитель. Работа началась с планерки. Управляющие компании рассказывали о том, как у них идут дела. Сейчас, как вы знаете, весна, у всех потоп из-за снега, у кого-то когда там какие-то другие проблемы, и все рассказывали, отчитывались по какой-то проблеме. Потом в 11:30 мы поехали в центр донорской крови. Оказывается, сегодня был день донорской крови, сдачи крови, не знаю, непонятно. Но такого я, конечно, не ожидал. Затем в 12 часов мы уже поехали делать объезд, проверять округи по санитарному состоянию. Михаил Джафарович сам лично фоткал дворы, там, где были лужи, и сразу они скидывали все это в WhatsApp управляющим компаниям, и они должны были в этот же день работать с этими проблемами. Сегодня я с ними поработала и поняла, что они реально работают почти 24 часа в сутки, тем более сейчас весна. Вот, если жители будут понимать нашу власть, не власть, а вот такие структурные подразделения будут понимать друг друга и тоже будут содействовать в этом, думаю, вот этих вот проблем станет намного меньше, мы уже будем решать другие проблемы. Вместо того, чтобы работать над собиранием там мусора элементарных во дворе, да, или луж вот этих вот засоренных самими же жителями, уже работать, допустим, там озеленение города, какие-то новые проекты добавлять, а не решать те проблемы, которые же мы сами и создаем. Вот к чему. Вот к чему я пришла, исходя из сегодняшнего дня. После обеда с 2 часов по плану у нас был субботник. Это ежегодная акция. Каждую весну работники управления всяких министерств выходят на улицу и убирают мусор, делают субботники. По доброй традиции 1 мая состоялась праздничная демонстрация, посвященная трудовым коллективам «Мир, труд, май». В этом году одной из первых прошла колонна блогеров, в состав которой вошли активные и популярные пользователи социальных сетей, а также участники лучшего проекта «Битва блогеров». Колонну возглавляла руководитель городского портала OneClick Якутск, инициатор битвы блогеров Маргарита Попова.
На этом все. Подписывайтесь на наш канал, жмем на сердечки, рассказываем друзьям и ждите новое видео ровно через неделю. Пошли!